Добрый день, Розалия Леонидовна. Мы продолжаем нашу серию мастер-классов, посвященных правовой грамотности выпускников детских домов по подготовке к самостоятельной жизни. Этот мастер-класс у нас проводится в рамках нашего проекта, поддержанного фондом президентских грантов «Центр Компас Будущее» по поддержке выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тема сегодняшней нашей встречи с вами – это жилищные права. И вопросы абсолютно сформированы по самим выпускниками детских домов. Они к нам и приходят, они к нам и пишут, и отправляют свои вопросы. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать: все ли претендуют на получение жилья из числа детей-сирот, детей без попечения родителей, в каком возрасте начинается постановка на учет и какие документы необходимы для постановки на учет. Так, добрый день. Так, давайте начнем с того, что, опять же, я ранее говорила о категориях у нас, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, два правовых статуса. Из этого у нас исходит перечень документов, который должен сдать у нас гражданин в отдел опеки и попечительства муниципального образования, Потом, продолжая эту тему, давайте остановимся на том, что кто имеет право на обеспечение жилым помещением. Имеют право у нас сироты, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не имеют своего жилья. Опять же, но законодатель у нас недавно, буквально с 2015 года такие большие изменения внесены, такие самые большие изменения у нас по обеспечению жилыми помещениями, конечно, были внесены в 2013 году. С 2013 года у нас действует сегодняшнее положение основное по обеспечению жилым помещением, но потом у нас в 2015 году еще дополнено, доработано было наше законодательство, и на сегодняшний день мы имеем такую картину, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы обязаны, муниципальное образование, которое приняло обязательство свое, обязаны обеспечить жилым помещением в том случае, если у ребенка отсутствует та или иная категория имущества, оставшиеся от родителей, собственное и сохраненное, может быть, там, где он прописан был ранее, прописку, в народе прописка – это регистрация по месту жительства, Это у нас на сегодняшний день, опять же, очень хорошо отслеживается, в любом паспортном столе берется справочка, и начиная с рождения этот человек где был регистрирован, мы отслеживаем и по каждому виду имущества делаем запросы в регистрационную палату Республики Саха-Якутия, Даже на территории, вне территории Республики Саха-Якутия мы этот путь очень хорошо на сегодняшний день отслеживаем, Тут все прозрачно, в принципе, никаких проволочек на сегодняшний день нет, Это все делается в электронном виде. Даже если приходит человек с виду вроде бы очень чистый, скажем, у меня нету имущества, а на самом-то деле, когда обрабатываешь документы, выходят имущество, оставшееся от родителей, что с этим имуществом стало, и все это устанавливается, и в том случае, если устанавливается то, что по законодательству, скажем, все подходит, мы этого человека ставим в республиканский список, после этого ставится вопрос, на какой год финансовое обеспечение мы его поставим,
и последующее обеспечение жилым помещением. Ну, вот такие определенные шаги делаются, да. Самая большая работа, конечно, делается вот когда ставишь человека в реестр, да, изначально. Самый Давайте первый. проясним для выпускников, что есть единый реестр, Да. региональный реестр по предоставлению жилья, и основная задача органа опеки и попечительства – это постановка на учет. Да. Вот, постановка вот на этот наш учет, да, скажем, это на сегодняшний день очень много названий, да, у этого учета, да, единый республиканский реестр, единый реестр, учет, льготный список, да, вот это надо понимать, то, что это одно и то же, да, у нас единый список ведется, он даже не реестр называется, он законодательно на сегодняшний день называется списком. Вот понятие реестр сейчас отменили опять же, да. Вот этот список у нас единый по республике ведется в Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия, в Департаменте опеки и попечительства, да, и социального обеспечения. У нас даже эти данные вносятся в ЕГИС, когда вот министерство выносит приказ о включении гражданина в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением на территории Республики Саха-Якутия. Если такой положительный приказ выносится, то министерство вносит данные в ЕГИС, то есть через пенсионный фонд, какие социальные блага человек получает, вот туда сразу вносятся сведения. Но основной запрос, конечно, выпускников мы понимаем, что не запрос, а, как скажем, желание, да, что очень многие ищут место прописки в городе Якутске, чтобы в последующем получить, как говорится, жилье в городе Якутске. Поэтому у нас вот буквально на той неделе у нас были тоже звонки с отдаленных арктических районов. Ребятам еще не исполнилось 23 лет, то есть они имеют право поменять место жительства, прописаться, и если они еще не получили, так скажем, да, жилья, то они могут претендовать. Так, ну, давайте немножко цитату из закона опять-таки сделаю, да. Жильем обеспечивается граждане по месту проживания. Да. Место проживания у нас федеральным законом утверждено, что это понятие, да. Местом проживания является квартира, дом, да, общежитие. Нет, даже общежитие это место пребывания, а проживание это именно вот место постоянного проживания гражданина на сегодняшний день. И с местом регистрации оно подтверждается. Подтверждается регистрация по месту жительства. На этом основываясь, у нас по административному регламенту, да, утвержденным постановлением окружной администрации города Якутска, это от 2019 года у нас имеется регламент именно по включению в реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Нами утвержден перечень документов, да, и в том числе, да, кроме тех документов, которые я сейчас буду излагать, там обязательным пунктом идет регистрация по месту жительства. Мы все понимаем, да, то, что в городе Якутске, конечно, возможности для реализации, да, для жизнедеятельности, для удобства жизни, да, конечно, уровень повыше, да, чем многие муниципальные образования. Вот, исходя из этого, да, мы в любом случае обязаны принимать заявления от граждан на изменение места получения жилого помещения. Если у нас подтверждается, что гражданин состоит в реестре, да, ранее состоял в реестре, если он имеет хоть какую-то привязку к городу Якутску, да, привязка к городу Якутску – это постоянная прописка, да, потом справочка с места работы, справочка с места работы мужа, жены, там, скажем, что не работают на постоянной
Да, работают на постоянной основе, да. Потом есть у нас ребята, у которых не имеют прописки, ну, проживают у родственников, да, но дети ходят в садик государственный, и это тоже привязка. То есть Да. можно доказать. Да, нам необходимо, чтобы ребята у нас доказали то, что они преимущественно проживают на территории города Якутска, да. Поэтому это очень важная Это, компетенция, да, которую это мы обучаем, да, наших выпускников. момент такой, то что мы к этому пришли, отучившись на своем опыте, можно сказать, даже на горе. Да. В первое время, да, когда у нас в 13-м, вот 14-м даже году вот начали поступать такие обращения, да, то, что вот мы не хотим получать, ну, грубо говоря, в Абыйском Улусе, а мы вот проживаем на территории города Якутска, мы хотим тут жить, да, например. Либо было такое то, что... в первое время даже было в законе такое, что по месту выявления предоставляли жилые помещения, да, а ребята у нас выявлены были в далеком северном Улусе, да, районе, в арктическом, да. Но потом их в младенческом возрасте перевели куда-то, да, они всю жизнь проживали, всю осознанную жизнь проживали на территории города. И, конечно, нам было очень обидно, да, и мы начали судебную практику. То, что вот ребята обязаны получить по месту своего фактического проживания, да. Да, потом вот этих ребят мы очень хорошо приняли к себе, то, что именно на территории города Якутска. И на этих очень многочисленных судебных решениях было принято изменение в закон республики, и по месту проживания стали включать ребят в реестры, да. Там очень большая путаница, конечно, была, да. Ну, это очень хорошая да, потом сделали вот такую меру, и стало такое, то, что очень много студентов к нам пришли. Прямо в вал идет, вот мы студенты, вот, да, хорошо, всех включали на основании справочки с места учебы, да. Тогда еще в законе каких-то таких очень больших разграничений жестоких не было, и мы всех принимали. Получилось так, что при выдаче квартир у меня половины списка нету. Людей нету. Они закончили учебу и уехали работать в свои родные улусы, да, либо как нашлась работа, они уехали и проживают в других муниципальных образованиях. Опять же, вот у нас такой мартышкин труд получился, да, и их стали переводить в другие улусы. Поэтому, изучив очень много нормативной документации, да, изучив очень много практики, судебных решений, да, мы пришли к тому, что вот утвердили административный регламент и в него включили все-таки вот понятие оседлости, закрепления на территории города Якутска. Допустим, наступил тот самый счастливый час, когда вот ребенку выдают, да, ну, не ребенку, а молодому человеку выдают ключи от квартиры, от дома, да, если это улус, то смотрите, какие документы еще ему вручаются на руки? На руки в любом случае вручаются два документа. Это акт передачи жилого помещения, да, подписанный между представителем муниципального образования и самим сиротой. Потом подписывается еще к этому акту подписывается договор найма специализированного жилого помещения, да. Он у нас единый по всей территории Российской Федерации, с едиными требованиями, да. Насколько я помню, с 19 года там еще внесены ряд изменений, ужесточена
ужесточены, скажем, требования договора, да, найма. Довольно-таки хорошие условия, да, и единые требования. Самое хорошее вот в этом, да. Прямо А на какой срок он заключается? федеральным законом у нас 159, да, и жилищным кодексом у нас утвержден срок действия договора спецнайма. Это у нас 5 лет. 5 лет прямо мы в договоры указываем, да, вот начиная с момента подписания договора, и на обратной стороне у нас имеется срок. Прямо там указываем дату, месяц и год окончания вот, действующего договора. В том случае, если у нас по окончанию срока договора наш подопечный, да, скажем, приносит все положительные документы о том, что он оплачивал своевременно квартплату, да, хорошо ухаживал за своей квартирой, какие-то капитальные ремонты с разрушением несущих конструкций не сделал, да, потом от соседей каких-либо жалоб нету, со стороны правоохранительных органов никаком учете не состоит, да, мы с ними с большим удовольствием, да, от него принимаем заявление, все эти документы рассматриваем на своей комиссии и переводим дом со спецжилфонда в обычный, в обычную собственность города. Да. Перейдя в собственность города, да, мы направляем ходатайство в департамент жилищных отношений, чтобы они заключили договор социального найма. Так. После заключения договора социального найма в департаменте жилищных отношений наш сирота уже имеет полное право на приватизацию жилого помещения своего. Вот этого вот, да. Там подписывается договор передачи жилого помещения в собственность граждан. И уже на основании этого договора можно зарегистрировать вот это жилое помещение в свою собственность. На сегодня это оформляется в МФЦ. То есть проясняем для наших Конечно, выпускников о том, что действительно заключается изначально договор найма из специализированного фонда по месту проживания, да, если вы доказали действительно то, что вы действительно здесь проживаете на территории одного муниципального района или городского округа, в течение 5 лет у вас не должно быть нарушено никаких условий, которые проговорены в договоре, то есть это и оплата коммунальных жилищных услуг, это и примерное поведение, да, исполнение всех обязательств по договору, и по истечении 5 лет с вами заключается, при положительном исходе, то с вами заключается договор социального найма. После этого вы имеете право, при ходатайстве органа попечительства, вы имеете право на перевод жилья, приватизацию или переводе в собственность. Вот, очень хорошо, что мы это сейчас прояснили, об этом мы всегда говорим, о том, что самая главная компетенция вообще любого человека, не только выпускника из детского дома или лиц из числа детей-сирот, то есть это самая главная компетенция в нашей жизни, это ответственность и самостоятельность. Конечно. Но в том числе это коммуникабельность, потому что коммуникативные компетенции, мы всегда об этом говорим, потому что как ты обращаешься в орган опеки, как ты пишешь, о чем ты спрашиваешь, что-то ты... То есть, если ты даже обратился за каким-то вопросом, все равно там вытекают какие-то дополнительные вопросы. Конечно. Очень многие могут и пропасть, могут и другими делами заниматься, не доводить дело до конца. Поэтому это может и остаться, и сроки могут, как говорится, пройти. И поэтому очень важная компетенция, 3 компетенции, о которых мы говорим, это самостоятельность, ответственность и коммуникабельность, то есть коммуникативная компетентность. Вот, очень важно, мы все это проговорили. И на сегодня, вот давайте, какой еще призыв вы можете сейчас сказать нашим выпускникам? Так, сейчас, давайте еще дополню, да, хочу дополнить тем, что по тем ребятам, к сожалению, у нас много есть ребята, у которых
Есть отрицательные стороны, да, которые не могут предоставить вот все требуемые документы для заключения договора социального найма, да. По тем ребятам мы ну, должны, обязаны, ну, это такие сложные слова, да. Мы можем. Мы, конечно, идем навстречу им, да, и заключаем договор на новый 5-летний срок. Основание для проживания в жилом помещении, это же является только договор. Если у вас договор выйдет, скажем, срок договора выходит, то вы уже не будете же иметь никакой возможности там в дальнейшем проживать. Но не стесняйтесь, приходите в отдел опеки и попечительства, консультируйтесь. В любом случае мы стараемся, выходим, находим пути разрешения, да, в любой, скажем, проблемном вопросе. Не оставайтесь одни. Можно обратиться и в наш. Да, кому угодно можете, скажем, своему человеку, которому вы доверяетесь, можно подойти, никто вас не ударит, за шкирняк не возьмет, да, скажем. Поэтому не надо стесняться со своими проблемами подходить. Есть у нас ребят, которые вот тихо, молча ходят, да, со своими проблемами, с грузом проблем. Вот то, что вот на сегодняшний день у нас есть вообще вот фонд «Семья для ребенка», это лично для нас очень большая разгрузка, да. Конечно, очень благодарна, поэтому ребятам пожелаю вообще, ну, не опускать руки никогда. У каждого человека есть белые и черные полосы в жизни, да. Поэтому после, скажем, дождя всегда выходит солнце. Также у нас в жизни, да, тем ребятам, у которых ожидается обеспечение жилым помещением, как говорится, ждем наилучшего исхода, ждем заселения, новоселья. Ребята, у которых уже наступают сроки заключения договоров социальных наймов, это еще лучше, у них уже, скажем, следующий этап жизни начинается, возможно, они продадут вот это жилье, будут увеличивать, расширяться, улучшать свои жилищные условия, да. Поэтому, конечно, добро пожаловать всех в наш отдел, не стесняемся, приходим, получаем консультацию. Если совсем не хочется разговаривать, то обращайтесь к нам письменно, мы, да, открыты к диалогу. До свидания.